Работа неизвестного мастера XIX века, якутская классическая нарядная шапка джабака, к нам в музей поступила в 1945 году из Якутского краеведческого музея. Шапку реставрировала я в 2009 году. Шапка состоит из двух частей: навершие шапки, чапчура и нижней меховой части. Чапчур из красного и черного сукна, вышивка выполнена пряденными серебряными нитками. Мех, передняя опушка из беличьих хвостов темного цвета, задняя сторона, верхняя из меха бобра и нижняя из меха рыси. Состояние сохранности при поступлении к нам в реставрационный отдел было печальное. Налицо были все признаки старения, связанные как с его жизнью в музеях, так, вероятно, и с использованием по своему прямому назначению в прошлом. Ворсовая поверхность ткани была пересушена, потерта, наблюдалось естественное выцветание ткани, нити вышивки местами посеклись, наблюдалось обвисание серебряных нитей вследствие разрушения нити прикрепа. Имелись мелкие многочисленные разрывы и утраты ткани, но в целом сохранность вышивки удовлетворительная. Мех сильно пересушен, хрупкий, ломкий, полностью нашит на хлопчатобумажную ткань, то есть укреплен. Передняя часть из беличьих хвостов в основном была очень ветхая, на фоне заметно множество сквозных утрат, следы, характерные для деятельности моли. С оборотной стороны верхняя часть, которая была заменена мехом андатра, и нижняя мех рыси были в основном утрачены. Мех андатра был сшит черными нитками, которые не соответствуют авторскому шву, авторские сухожильные. Отсюда предполагаем, что мех андатра подведен позднее. Шили в то время нарядные вещи очень качественно, капитально, ибо эти вещи передавались из поколения в поколение, естественно, поновлялись с течением времени. Передо мной стояла задача передать шапке в экспозиционный вид. Реставрация чапчура заключалась в очистке тканей и вышивке с пластификацией и их укреплении. После фотофиксации перед реставрацией и пробы на текучесть красителей ткани проводилась общая механическая очистка ткани. С целью укрепления ткани проведено фрагментарное дублирование в местах утрат и разрывов, натонированный плотный газ с последующим укреплением иглой шелковой нитью. Так как мех был в основном разрушен, реставрационным советом было утверждено задание полной реконструкции меха по традиционным аналогам имеющихся в музеях образцов. Подобраны аналогичные по цвету и структуре меха. Беличьих хвостов было подобрано 150 штук и обработаны вручную. Мех андатра заменен мехом бобра. В классических аналогах шапки джабака того времени в основном используются для передней опушки беличьи хвосты черного цвета, редко рыжего, иногда соболь и меховых джабака, даже мех росомахи. Задняя часть состояла из двух различных мехов. Верхняя часть, расположенная под основанием навершия, из меха бобра, а нижняя, прикрывающая воротник, из меха рыси. Тут хочется отметить уникальность техники шитья передней опушки, которая шита из беличьих хвостов. Опушка состоит из трех частей. Средняя, то есть центральная часть, шьется из сильных хвостов, чередуя при этом направление ворса хвостов в разные стороны. А боковые детали шьются чередованием хвостов и полосок из тонкой ровдуги. Хвосты при этом разрезаются по центру, и каждая половинка шьется по разные стороны. Это для симметрии. Также на каждой стороне в трех местах пришиваются дополнительные вставки из ровдуги для придания формы. Шито все это скрученными вручную сухожильными нитками, и в результате опушка получается на вид очень пышная и богатая. На каждый экспонат у нас делается лекало и схема для шитья. Я очень восхищаюсь мастерством и изобретательностью техники шитья мастеров того времени. Спасибо за внимание.